Наши органы внутренних дел вчера день целый по моему заданию под руководством госсекретаря все автомобили литовские собрали на пунктах перехода и ровненько взяли их под охрану. Чтобы нас потом не обвинили, что мы там что-то плохое сделали. Взяли их под охрану. Хотят эвакуировать, ну что ж, будем договариваться, как эвакуируете просто. Но хочу заявить, мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу. Пограничники в целом к этому готовы. Только я не понимаю, что значит эвакуировать. Зачем эвакуировать кого-то? Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняют, попросили, по-моему, 120 евро за сутки, да? Ну, заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять, умножить на 120 евро, платите, забирайте автомобили с грузом. Если в ближайшие там, несколько дней это не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами, вплоть до конфискации этих автомобилей. Они не могут болтаться на дорогах 1100 или 1200 огромных фур, которые стояли где-то там на дороге. Люди мучились, водители мучились. Я дал указание, чтобы водителей не обижали, они ни в чем не виноваты. Грузополучатели тоже в Литве ни в чем не виноваты. Пусть обращаются к своим властям в Литве для решения этих вопросов. Поэтому водителей мы доставим прямо в пункт пропуска на границу. Александр Генрихович, посмотрите, чтобы там не обидели водителей. Не хотят они, водители, уезжать, могут ночевать в своих автомобилях, как они это делали на дороге. Или же в гостиницах. Мы обеспечить водителей должны всех. 1100 или 1500 человек, всех надо обеспечить всем необходимым, чтобы люди были накормлены, чтобы они могли умыться там и прочие надобности свои провести. Ну, будут эвакуировать, пусть эвакуируют. Это не наши вопросы. И вообще-то мы, наверное, почти ничего не возим через эту границу в связи с санкциями. Только какие-то виды товаров, которые очень-очень нужны тем же литовцам или полякам. Очень-очень нужны, заказали, мы отвезли. Не заказали, мы туда не везем. А с казахами, россиянами, китайцами, другими странами им придется очень серьезно не просто объясняться, а разбираться.